История создания мемориала памяти и славы уходит корнями вглубь 90-х. О том, что на месте пустыря появится огромный музей под открытым небом, тогда еще никто и не думал. Первый памятник здесь начали строить еще в 1996 году. Это 9 ингушских башен, скрепленных колючей проволокой и символизирующих количество депортированных в 1944 году народов Кавказа. Спустя год после старта строительства, к 53-й годовщине депортации, памятник торжественно открыли. Чуть позже здесь же создали и музей. Экспонаты, фотографии, документы. Мемориальный комплекс жертвам репрессий постепенно начал пополняться исторически ценными предметами. Некоторые из них жители республики приносили добровольно, а часть экспонатов переданы в дар другими музеями республики. В настоящее время здесь хранятся около 5000 картин, ценных исторических документов, аудио и видеоматериалов. Здесь появлялись новые экспозиции, новые выставки. И на сегодняшний день сформированы 3 наши постоянные экспозиции. В 2010 году на прилегающей к музею территории началось строительство мемориала памяти и славы. Инициатором идеи стал глава республики Юнусбек Евкуров, а над созданием его проекта трудился заслуженный художник России Мурат Паланкоев. Изначально здесь расположились аллеи, фонтаны с подсветкой, арки, барельефы и другие объекты, символизирующие важнейшие события в истории Ингушетии. За 2 года строители с нуля построили на этом месте большой по своим масштабам мемориал памяти и славы. Церемония его торжественного открытия прошла 9 июня 2012 года в честь 20-летия Ингушетии. На столь значимом для республики мероприятии собрались высокие гости из Москвы и других регионов страны. Родилась идея сделать вот такой комплекс, где главным центровом, вот в центре будет стоять вот этот памятник именно депортации, геноцида, как там каждый по-своему это все выражает, это мнение каждого человека. Вот это главная трагедия нашей истории, нашего народа, вот этот башенный комплекс. Мы его так и оставили. Он возвышается над всем вот этим всем комплексом. Он таким и остался. И при этом наша молодежь, ну, если так надо, уже там многие это и признают, не только молодежь, да и мы все, мы взрослые, вообще забыли нашу героику. Вообще забыли там героев Отечества во всех временах. И мы вот этот пласт начали поднимать, и идея родилась сделать вот такие 2 аркады, сделать вот такие мощные направления. Да, здесь не все отражены, но тем не менее ключевые вехи истории нашего народа, в том числе и героики, в том числе и трагических страниц, это все здесь, на этом объекте отражено. Сейчас мемориал памяти и славы является одной из главных достопримечательностей Ингушетии и ее визитной карточкой. Именно сюда так рвутся блогеры и туристы не только со всей страны, но и из-за рубежа. С первых минут внимание гостей приковывает этот памятник. Грозный вид конных всадников невольно заставляет задуматься, о чем примечателен монумент. Рассказывая захватывающую историю дикой дивизии, экскурсовод буквально переносит туристов в далекое прошлое. Одним из самых крупных и значимых на мемориале является памятник последнему защитнику Брестской крепости. Уматгрей Барханоев изображен во весь рост на фоне фрагмента крепостной стены, на обратной стороне которой советскими солдатами высечены патриотические надписи. У нас вот такого уровня и такого масштаба и такого содержания вообще памятника и не было в республике. Это первый. И на самом деле у нас героическая история в образах людей, она впервые представлена так реально, так доступно. Народ ингушский внес лепту в историю своей страны на всех этапах, самых значительных, самых решающих. Наши представители нашего народа, они там представлены. Вдоль первой колоннады установлены 18 мемориальных плит с именами 36 ингушей георгиевских кавалеров, а рядом высечены еще 36 имен видных представителей разных народов, сыгравших значительную роль в истории Ингушетии, таких как Дмитрий Лихачев, Сергей Орджоникидзе, Идрис Дядьков, Идрис Базуркин, Евгений Крупнов и другие. Здесь вся история как на ладони, начиная от вхождения Ингушетии в состав России и заканчивая памятниками героям современности. А 24 февраля 2014 года во время официальных мероприятий, посвященных 70-летию депортации ингушского народа, на территории мемориала памяти и славы был установлен новый экспонат – паровоз серии Л-2046 и вагон-теплушка, точные копии поездов, в которых когда-то депортировали ингушей. В этом же году на мемориале торжественно открыли и бронзовый бюст создателя современных воздушно-десантных войск, героя Советского Союза Василию Маргелову. А еще через 2 года здесь установили памятники ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции и воинам-афганцам. Первый раз это видимо и сильно нас это впечатлило.
И впечатлило, конечно, я вот узнала, у вас стройка, перинатальный центр строится. То есть рядом с такой историей будущее, дети будут здесь рождаться. Очень нравится нам ваш мемориал, люди довольны, потому что действительно исторически интересный, содержательный. Я, наверное, минут 40 по дороге рассказываю подробно о содержании мемориала. Такое величественное какое-то место даже. И прям это гордость за страну, за нас, за Родину. За последние 5 лет мемориал пополнился десятком новых экспонатов. Танк Т-80, боевая машина пехоты, бронетранспортер и пушка. Военные экспонаты доставили в Ингушетию из Костромской области и разместили в южной части мемориального комплекса. Техника, как правило, представляет интерес для более молодых наших посетителей. Она неизменно вызывает интерес у мальчишек, они с удовольствием осматривают, фотографируются рядом, часто просят нас, можно ли залезть туда вовнутрь и изнутри уже рассмотреть, что там находится. Ну, разумеется, это уже специальная боевая техника, она полностью заварена для того, чтобы не было никаких там эксцессов. Тоже буквально в нескольких метрах от военной техники расположилась и аллея памяти. Все деревья именные и названы в честь сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Мемориал памяти и славы – это не просто достопримечательность, но и самый настоящий музей под открытым небом. В этом году республика отметит ровно 5 лет со дня его торжественного открытия.